Шохлопенбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 41-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызша. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызша и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызша, ставьте лайки, комментируйте видео. На сегодняшнем занятии у нас с вами следующий план. Небольшой такой пласт грамматики мы с вами затронем, попробуем с ним разобраться и освоить его. Познакомимся с фразами культуры речи, конкретно с фразами, которые касаются разговоров по телефону. И закрепим новые знания с помощью упражнения на переписывание. Давайте не будем откладывать в долгий ящик, сразу приступим к занятию. Итак, начнем с грамматики. Значит, у нас с вами сегодня следующая тема. Давайте разберем прошедшее время большинства глаголов. Разберем так называемые динамические глаголы. Значит, нам с вами нужно знать, что прошедшее время большинства глаголов образуется с помощью суффикса «а». Видите, в последнем слове подчеркнутая буква «а». Это и есть тот самый суффикс, с помощью которого образуется прошедшее время в большинстве глаголов. И окончание «т». «Т» – это окончание. Итак, смотрите, вот давайте разберем пример. Ауат, а-концерт, ргуапхат. Ауат, а-концерт, ргуапхат. Да? Перевод какой? Им концерт понравился, да, или им понравился концерт. Значит, смотрите, это что касается прошедшего времени. Давайте на контрасте разберем. Так, сначала хотела перейти к настоящему времени, а мы с вами еще должны разобрать буквы, да, выделенные буквы. В слове ргуапхат звук г, который пишется как гв, мы с вами запоминаем его с помощью слова сердце. Г. Звук Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Итак, еще раз закрепим, что прошедшее время в большинстве глаголов образуется с помощью суффикса «а» и окончания «т». Ргуапхат. Да? Что же касается настоящего времени, вот просто посмотрите. В настоящем времени мы говорим ауат, а концерт ргуапхит. И, да? Суффикс и используется здесь. И переводится как «им нравится концерт». Значит, ауат, а концерт ргуапхит – это настоящее время. О том, что это настоящее время, нам говорит суффикс и. Чтобы перевести это предложение в прошедшее время, мы суффикс «и» в глаголе ргуапхит меняем на суффикс «а» ргуапхат. Да? Теперь давайте, знаете, что сделаем? Извиняюсь, забыли. Давайте еще раз повторим выделенные буквы. Буква Г, произношение буквы Г, которая пишется как ГВ, мы запоминаем с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. И звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Т. Теперь давайте проспрягаем этот глагол нравится, да, понравился. Сгуапхат, ргуапхат в прошедшем времени. Значит, что нам нужно знать про спряжение? При спряжении форма глагола не меняется. Показателями лица и числа являются личные местоимения и соответствующие им приставки к основе глагола. Значит, что это означает, когда дело касается примеров? Да? Сара, а концерт сгуапхат. Мне понравился концерт.
Уара концерт уабхат. Тебе понравился концерт, да? Уара – это ты, когда мы обращаемся к мужчине. Местоимение уара – ты, а концерт. Понятно? Глагол уабхат, мы видим суффикс а, окончание т говорят нам о том, что этот глагол в прошедшем времени. То есть концерт понравился уже. Буква у в начале, да, это приставка, она, видите, она соответствует местоимению уара. То есть она говорит, что понравился концерт именно ему, не мне, а ему, этому человеку, о котором идет речь. Бара, а концерт, гуабхат, то же самое, да? Тебе понравился концерт, но на этот раз мы обращаемся к девушке или к женщине. Значит, бара – это местоимение ты женского рода. Когда мы используем глагол гуабхат, что мы видим из этого глагола? Что суффикс а и окончание т говорят нам о том, что глагол в прошедшем времени, а приставка б, она говорит о том, что это относится к личному местоимению. Да? Соответствующая приставка – это приставка, соответствующая местоимению бара. Итак, по аналогии давайте разберем. Яра, а концерт его пхит. Ему понравился концерт. Яра, а концерт его абхат. Яра, а концерт его абхат. Ему понравился концерт. Лара, а концерт у абхат. Ей понравился концерт. Да, ей понравился концерт. Хара, а концерт хгуабхат. Нам понравился концерт. Хара, а концерт хгуабхат. Шара, а концерт шгуабхат. Это уже вам понравился концерт. А здесь я перечисляю это все для того, чтобы мы поняли, как спрягаются глаголы прошедшего времени. Еще раз вам напомню, что при спряжении форма глагола не меняется. Показателями лица и числа являются личные местоимения. То есть вот сара, уара, бара, яра, лара, хара, шара и еще дара. Да? Личные местоимения являются показателями лица и числа, а также соответствующие им приставки к основе глагола. То есть, посмотрите, сгуабхат, приставка с, угуабхат, приставка у, бугуабхат, приставка б и так далее. Да? Дара, а концерт ргуабхат. Дара, а концерт ргуабхат. Им понравился концерт. Вот, в общем-то, пример, как спрягаются глаголы прошедшего времени в абазинском языке. Разобрались. Теперь мы с вами разобрались с темой грамматики на сегодняшнем занятии. Теперь давайте перейдем к следующей теме – культура речи. Культура речи. Сегодня мы с вами будем разбирать фразы культуры речи, которые имеют отношение к телефонным разговорам. Значит, посмотрите, как мы скажем культура речи на абазинском языке. Ачажара, а культура. Звук ч мы с вами запоминаем с помощью слова постель. Ч – чарта. Звук ж мы с вами запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке – ж. Приступим. Как спросить на абазинском языке, кто это? Как мы спрашиваем на абазинском языке, кто это? Дзачея ауи. Дзачея ауи. Дзачея ауи. Посмотрите на слово дзачея. Звук дз мы с вами запоминаем с помощью слова вода. Вода на абазинском языке дз. Дз. Обратим внимание на то, как пишется этот звук. Он пишется с помощью двух согласных д, з. Следующий интересный звук – это звук ч. Да? Дзачея. Дзачея. Звук ч мы запоминаем с помощью слова яблоко. Яблоко на абазинском языке ча. Ч, ча. Давайте обратим внимание на то, как пишется звук ч. Этот звук пишется как ч, палочка, в. Ч,
палочка, В образуют звук Ч. Давайте попробуем это запомнить. Итак, чтобы спросить на абазинском языке, кто это, мы говорим «Дзаджия ауи». Чтобы спросить «я ошибся», мы говорим «свящама». Свящама. Давайте еще раз повторим. Свящама. Переводится как «я ошибся». В слове «свящама» обратите внимание на звук «в». Да? Давайте обратим внимание на то, как пишется этот звук. Звук «в» пишется как «г», палочка «в». «Г», палочка «в» образует звук «в». Произношение этого звука мы с вами запоминаем с помощью слова «гнездо». Гнездо на абазинском языке «вяра». «В», «вяра». Следующая пара фраз, которые нам помогут освоить культуру речи при разговоре по телефону. Например, кто-то ошибся. Как вы можете сказать? Да, ты ошибся. Угащат. 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 Если бы, например, вы говорили по телефону с девушкой, и она бы спросила, я ошиблась, и вы бы хотели ответить, да, ты ошиблась, вы бы сказали «бгащат», да? Потому что мы к глаголу прибавляем частицу, которая соответствует личному местоимению. Личное местоимение «ты» женского рода – это местоимение «бара». Да? То есть частица, которую мы должны были здесь прибавить, это была бы частица «б». «Бгащат». Вот что у нас получилось. Итак, звук «в». Еще раз обратим на него внимание. Он пишется как «г», палочка «в». «Г», палочка «в». Звук «в». Мы запоминаем этот звук с помощью слова «гнездо». Гнездо на абазинском языке «вяра». «В», «вяра». Звук «т», посмотрите, звук «т» пишется как «т» палочка, да? Мы запоминаем с помощью слова «сова». «Т». Как мы говорим на абазинском языке «я хотел сказать тебе кое-что». Я хотел сказать тебе кое-что. Sag was hören. Sag was hören. Sag was hören. В слове «sag» звук «к» мы запоминаем с помощью слова «карма». «К», «карма». «Карма» – это калина. «Карма» – это калина. Итак, а в слове was hören звук «х». Не самый простой звук. Давайте обратим на него дополнительное внимание. Звук «х» пишется как «х», палочка «в». «Х», палочка «в» образует звук «х». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «трава». Трава на абазинском языке «хра». «Х», «хра». Следующая пара фраз, которые мы с вами сегодня хотим освоить. Закыла устакан. Ты мне нужен был по одному делу. Закыла устакан. Ты мне нужен был по одному делу. Возчажума. Ты можешь говорить? Возчажума. Ты можешь говорить? Закыла устакан. Ты мне нужен был по одному делу. Итак, посмотрите, в слове «закыла» мы видим звук «к». Да? Мы сегодня уже встречали этот звук. И мы видим, что звук «к» пишется как «палочка». Давайте вспомним, что мы запоминаем произношение звука «к» с помощью слова «калина». Калина на абазинском языке – карма. Карма. Вустакхан. Посмотрите на этот звук. Х. Х твердый знак образует звук Х. Вустакхан. Произношение звука Х мы с вами запоминаем с помощью слова хлпа. Х. Хлпа. Шапка. Х. Хлпа. Закыла вустакхан. Ты мне нужен был по одному делу. Возчажума. Возчажума. Ты можешь говорить? Давайте разберем теперь интересные звуки в этом слове. Звук «ч» в слове «возчажума». Обратите внимание на то, как он пишется.
Звук Ч образует две согласные Ч, В. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова постель. Чарта, Ч, чарта. Ч, чарта. Звук Ж, который мы также встречаем в слове узчажума. Звук Ж. Посмотрите, как он пишется, как Ж, В, да? Мы его запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Ж. Еще раз давайте прочитаем эти две фразы. Закала устакан. Ты мне нужен был по одному делу. Узчажума. Ты можешь говорить? Очень хорошо. Последняя фраза из этого раздела. Есфява бзита юрюма. Есфява бзита юрюма. Ты хорошо меня слышишь? Есфява бзита юрюма. Ты хорошо меня слышишь? Так, давайте разберем выделенные буквы. Звук Х, который пишется как Х, палочка В. Мы с вами запоминаем с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. Звук Г в слове юрюма. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Да? Давайте еще раз прочитаем эту фразу, попробуем ее запомнить. Есфява бзита юрюма. Есфява бзита юрюма. Ты хорошо меня слышишь? Очень хорошо. Завершили теперь мы с вами и второй раздел нашего сегодняшнего занятия. Теперь нам предстоит освоить упражнение на переписывание. Давайте начнем с того, что вспомним, как сказать переписывание на абазинском языке. Переписывание на абазинском языке аквелхара. Аквелхара. Звук Х мы с вами запоминаем с помощью слова шапка. Кхлпа. Кхлпа. Звук Г мы запоминаем с помощью слова гнездо. Гара. Гара. И звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Гапн. Да? Приступим к упражнению. Итак, перед нами предложение. Мы сейчас с вами его прочитаем. Потом мы с вами его перепишем. Разберем выделенные буквы. Попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. И затем еще раз прочитаем и таким образом отработаем максимально произношение выделенных букв, а также дополнительно потренируемся. Итак, Рустам апкапка ябадицкрагат. Рустам апкапка ябадицкрагат. Рустам сперва помог отцу. Рустам апкапка ябадицкрагат. Звук Х. Посмотрите на звук Х. Мы встречаем этот звук в этом предложении аж 3 раза. Да? Давайте обратим на него внимание. Обратим внимание на то, как он пишется. А пишется звук Х как Х твердый знак. Х твердый знак образует звук Х. Запоминаем произношение звука Х с помощью слова шапка. Кхлпа. Кхлпа. Дальше. Посмотрите на слово дицкрагат. Помог. Да? Дицкрагат. Звук Г. Вот зелененький. Г палочка. Мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Гапн. И звук Т в конце слова дицкрагат мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Сова. Давайте теперь еще раз прочитаем это предложение. После того, как мы с вами вспомнили, как произносятся выделенные буквы, я думаю, нам легче будет правильно произнести все эти слова. Итак, Рустам апкапка яба дицкрагат. Рустам
Апхапха яба дицкраат. Да? То есть там сперва помог отцу. Очень хорошо. Перейдем к следующему предложению. Уадырвяна, а спортзал тцат. Уадырвяна, а спортзал тцат. Потом пошел в спортзал. В слове уадырвяна, потом, да, мы видим звук «в». Звук «в» мы с вами запоминаем с помощью слова «гнездо». Гнездо на абазинском языке «вяра». «Вяра». Давайте обратим внимание еще раз на то, как пишется звук «в». «Г», палочка, «в» образуют звук «в». Произношение звука «в» мы с вами запоминаем с помощью слова «гнездо». Гнездо на абазинском языке «вяра». «Вяра». Теперь давайте обратим внимание на слово «пошел». «Тцат». «Тцат». Да? Звук «т». Мы видим в конце этого слова звук «т». Звук «т» пишется как «т-палочка», и запоминаем произношение этого звука с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Еще раз давайте прочитаем это предложение. Уадырвяна, а спортзал тцат. Уадырвяна, а спортзал тцат. Следующее предложение. Ауи мчебжик апныхын, а секция дцит. Ауи мчебжик апныхын, а секция дцит. Он ходит 3 раза в неделю на секцию. Он ходит 3 раза в неделю на секцию. В слове мчебжик мы видим звук «ж». Звук «ж» мы запоминаем с помощью слова кузница, жира. Жира, кузница. В слове мчебжик мы также видим звук «к». Звук «к» мы запоминаем с помощью слова карма. Карма на абазинском языке это калина. Калина, карма. Теперь в слове дцит мы видим звук т. И звук т мы, конечно, с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке т. Значит, прошлись по выделенным буквам, вспомнили, как они читаются, да? Давайте теперь прочитаем все предложение вместе. Ауи мчебжик апныхын, а секция дцит. Ауи мчебжик апныхын, а секция дцит. Он ходит 3 раза в неделю на секцию. Итак, последнее предложение на сегодняшнем занятии. Абакра чазибжит. Абакра чазибжит. Занимается борьбой. Абакра чазибжит. Занимается борьбой. В слове абакра мы видим звук «к». Давайте напомним себе, что звук «к» мы с вами запоминаем с помощью слова «калина». Калина на абазинском языке – карма. «К» – карма. Дальше звук «ч» в слове «чазибжит». Звук «ч» мы запоминаем с помощью слова «лошадь». Лошадь на абазинском языке – «ч». Да? Обратите внимание на то, как пишется звук «ч». Он состоит из 2 согласных – «т», «ш». Согласные «т», «ш» образуют звук «ш». Дальше в слове «чазибжит» мы также видим звук «ж». Звук «ж» пишется как «ж» мягкий знак. Запоминаем произношение звука «ж» с помощью слова «жира». Жира. Жира на абазинском языке это кузница. И звук «т», конечно, мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте мы с вами прочитаем это предложение. Абакра чазибжит. Абакра чазибжит. Да? Очень хорошо. Переводится как «занимается борьбой». Итак, это было последнее предложение на сегодняшнем занятии.
Мы с вами довольно плодотворно потрудились. Все молодцы. Теперь наше занятие подошло к концу. И прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Джзырыз.